Тайная операция под кодовым названием «Чечевица» унесла десятки тысяч жизней людей. Насильственное выселение ингушей началось рано утром 23 февраля 1944 года. Это была одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. Минуло уже 78 лет, но эта черная страница в жизни ингушей все еще отзывается болью в сердце. Тамаре Мальсаговой было 8 лет. Она дочь дворянской черкешенки и ингуша. Ее брата и мать не выслали, а всех остальных 6 сводных братьев, сестер и дедушку погрузили в вагоны. Детали того дня помнят, как сейчас. Было очень холодно, было страшно. И когда уже всех выслали на утро, все успокоилось. Вот, глубокий снег выпал. Топить было нечем, потому что она не могла, во-первых, страх какой-то, не могла нарубить эти дрова, затопить печку в холодной комнате. Воспоминания людей о том холодном февральском дне очень схожие. Практически всем семьям пришлось пройти через одинаковые испытания. Рашид Вышегуров, 1935 года рождения, родом из Насыркорта. В семье их было 12 детей. Старший брат добровольцем ушел на фронт в 1941. С тех пор ничего о нем не известно. А позже 3 сестры и 2 брата скончались в Казахстане от тифа. Слова «вас выселяют» и «поезд с буржуйкой» ему запомнились на всю жизнь. Время на сборы было сильно ограничено. Люди едва ли успевали взять что-то с собой. Помнят, как собрали немного кукурузной муки, зарезали несколько кур, взяли одеяло. А за дверями их ждали 180 эшелонов, в которые их позже всех и погрузили. У кого что есть, постелили. Но мы, дети, нас укладывали, а матери наши, они сидя, вот это 18 дней, сидя спали, лежать негде было. Народу много было. Дети, женщины, старики не разбирали никого. Так, около 500 тысяч человек в один день остались без родины. Впереди была длинная и сложная дорога в неизвестность. Куда и зачем едут, никому не объясняли. В пути многие потеряли друг друга, пережили болезни и смерть близких. Но это было только начало испытаний. Я помню, мы у казахов остановились, нас определили поначально. Но потом построили из дерна, построили хатки. Строили все по улицам. Сплошная с одной стороны улица была, из дерна складывали все в хвашах, киртах. Участок выделили, улицу выделили. Из дерна складывали, я помню. Вот давали 600 грамм хлеба. Дневная норма была. 600 грамм хлеба. А с нами еще бабушка была, 7-я, но на нее не давали. И очень были гордые. Не дай Бог, чтобы их все-то попросили. Наша была такая волевая женщина была. Она, когда она сядет на печку и чтобы запах был слушай на улице. Чтобы где тут не говорили никогда, что у нас ничего нет, у нас много есть, кушать есть, все есть. Ну, держались вот так вот. А летом ели траву, ели, чего только не ели. Это лопуха, корни ели. Встретили их в Средней Азии, конечно, далеко не радушно. Ушло время, чтобы притереться с местными. Казахи сначала, они напуганы были, наверное. Но потом, когда узнали, говорили, вы очень хорошие люди. А нам говорили так, мы боялись вас. Ну, бандиты едут, людоеды, воры. Но несмотря на постигшие трудности и удары судьбы, ингуши на холодной чужбине жили дружно, наладили быт, помогали друг другу, учились, работали, создавали семьи. Аламбеку Яндиеву было 3 года, когда впервые оказался в чужих краях. Хорошо помнит, как пошел в 1 класс. Делится, семья сначала приняла решение оставить его на следующий год. Одежды не было, но он настоял на своем. Ну, я зауправился. Короче говоря, я весь честно говоря, Айшет так же. Айша, вот это Айшет меня помыла руки, ноги, мы, наверное, не мылись. Матери некогда было нас
на работу. Она поздно вечером приходила, утром уходила. И вот я пошел в школу. Ну, на пригорке под лесом была эта школа, Злабзан, Варсигвага, Крыдвоч. А ну маленькая школка была. Он говорит, ты в школу пошел? Учиться педагогу. Вот, первый класс. Ну, я зашел в этот класс, и ну, 3 летка, и маленького росточка была учительница, такая симпатичная, такая, смотрит на меня, что-то мне говорит. Я абсолютно не знаю ни одного слова, даже матершинного русского языка. Да, бегала Руслан, да, Ханрус. Лепхан, Несмотря на постигшие удары судьбы, наших предков ничто не сломило. Они использовали первую же возможность вернуться на родину спустя 13 лет. А их сплоченность, отвага и вера помогли сохранить нашу целостность, культуру, язык и традиции. Я думаю, самое главное, что мне кажется, все мы были дружны, которые там жили. Если к одному из них приезжал гость, вот мы все там бывали, как будто мы одна семья. В 1957 году, это где-то тоже опять наши переезды совпадают с весной. Я уже документы со школы забрал. И мы где-то, по-моему, в конце мая, где-то так, нам представили товарный вагон, мы там перегородки поднесли, этаж сделали, где спать, где ложиться. Много нас было там, тоже забиты были полностью. Ингушей выселяли не только с исторической родиной. Отважно сражавшиеся в Великой Отечественной войне ингушские офицеры и солдаты были демобилизированы, а многие не смогли соединиться со своими семьями и даже не знали, что стало с их родными и целым народом. Отец бригадиром где-то в колхозе работал, но 5 детей нас было тоже в армию, могли не взять. Они добровольно ушли на фронт. Были еще 2 брата, младших Хас Магомеда, но один был хромой, другой совсем маленького роста был. Ростом тоже не вели. Но кому-то надо было идти на фронт. Что бага-бага-барыш. Ходят в они Мариуполь, то есть там они Мариуполь попали в плен. Пройдя через все сложности, все эти люди осознали ценность жизни, свободы и родных земель. Они не сдавались, выживали, боролись и с большой верой и надеждой ждали возвращения домой. Все события и факты депортации передаются из поколения в поколение, чтобы никогда не забывали ценность пережитого очевидцами ради нашего будущего. Диана Дударова, Новости 24.